эфире новости, в студии Вероника Вишневская. Доброе утро. Казахстан инвестирует более 10 миллиардов долларов в развитие железных дорог. О масштабных планах сообщил глава нацкомпании «Казахстан Темиржолы» Талгат Алдыбергенов. До 2030 года в стране построят около 1800 километров новых магистралей и модернизируют еще 3000 километров путей. Уже есть результаты. Ввод вторых путей на участке Досток-Муинте увеличил пропускную способность в несколько раз. В этом году планируют завершить еще 500 километров железных дорог, включая участки Дарбаза-Махтаарал и Муинты-Кызылжар. Эти проекты усилят транзитный потенциал страны и сформируют трансказахстанский транспортный коридор. За последние 15 лет Казахстан уже направил в транспортную отрасль порядка 35 миллиардов долларов, делая ставку на развитие ключевой инфраструктуры. 77 чиновников наказаны за плохое содержание дорог. За 3 месяца провели 744 проверки автомобильных магистралей и по каждой выдали предписание за плохое содержание дорожного полотна. Добавлю, что только за прошлый год в области провели почти 2000 обследований. К ответственности привлекли 283 должностных лица, из них 161 руководители первого уровня. Королевство Нидерландов подарило Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов. Этот презент был сделан на международном фестивале «Кызгалдак-Мура», который проводится уже второй год подряд. На этот раз масштабное цветочное действо развернулось в Таласском районе, куда съехались около 6 тысяч человек. Я приехал сюда специально на фестиваль тюльпанов. Все организовано на высшем уровне. Пока не успел обойти всю площадку, но уже увидел красивые цветы, концертную программу и лошадей. Все очень понравилось. Если фестиваль пройдет в следующем году, с удовольствием приеду снова. Мы считаем, что сегодняшний праздник не только подарил людям хорошее настроение, но и стал возможностью показать туристический потенциал Жамбылского региона всему миру. Напомню, что Жамбылская область – лидер по разнообразию тюльпанов. Их здесь 18 видов, из них 10 занесены в Красную книгу. На фестивале развернули этноаул, выставку ремесел и провели соревнования по национальным видам спорта. О том, как будут развиваться события, расскажем в наших следующих выпусках в 14:15 и в 20:00. Оставайтесь на Первом канале Евразия.